2011 год. Ибрагим Дзыов только вернулся из армии и планировал свою жизнь. Но она повернулась на 180 градусов. Ибрагим, спасая мальчика от взрыва гранаты, сильно пострадал и почти ослеп. Потом больница, небольшое восстановление зрения и долгий процесс лечения. Он зашел к соседям, позвали его ребята. Тогда этому мальчику сколько было? 12-13 лет, 12, наверное, полных. Уже на столе на кухне гранаты были, 2. И он сказал, что папа принес, что это учебное. Тот, видимо, хотел доказать, что это учебное. И я, говорит, еще оглянулся, когда вот схватился, на кого я кинул. И взрыв над головой, в глазах осколки, голова пострадала, легкое, все было. 35% даже не тянет, обе глаза. Была неотложная помощь оказана в нашей больнице районной, откуда был доставлен в Москву самолетом через 10 дней. Глаз уже так не смогли спасти, потому что в течение 3 дней сказали, надо было делать операцию. С тех пор мы каждый год ездили, потому что один глаз держался на силиконе, его надо было менять каждый год, иначе глаз впадал вовнутрь. Тогда об истории молодого человека узнала вся страна. Ибрагима приглашали на программу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. К нему в больницу приезжал сам Стивен Сигал. Подарили квартиру. Жизнь постепенно начала налаживаться. И казалось, что уже ничего не может случиться. Я сказал ему тогда, что жизнь не закончилась, она продолжается. И что я постараюсь все сделать, что в моих силах, чтобы помочь ему. Хочу сказать, что Ибрагим помнит ваши слова, и сегодня он вместе со своей мамой за кулисами. Добрый вечер, здравствуйте. Видите, как судьба снова соединяет нас всех. Как сложилась твоя жизнь? Расскажи, тебе уже 25. Так, вроде все нормально. Я женился. Женился? Да. Женился, у меня ребенок, ему уже 4 годика, 5-й год пошел. Так, постепенно зрение, после той операции улучшилось. Сейчас обратно у меня сильное ухудшение. И вот в понедельник едем на госпитализацию, во вторник уже будет операция. В институте Федорова. Беда вновь постучала в дом Дзыовых спустя 9 лет. Ибрагим отправился с мальчишками играть в футбол. Неудачное попадание мячом в голову, и парень получает травму. Его доставляют в больницу с отеком головного мозга. И снова реанимации, множество операций и острая нехватка денег на реабилитацию. Ему нужна реабилитация. Конечно, было бы в Москве. Все возможное бы там сделали. В Нальчике тоже есть. Меридиан. Там тоже очень хорошо, платная основе, все. Там у них гостиница в одном месте, и везешь его на коляске, жара, не жара, туда, вот, в центр. У них своего там ничего нету, ни палаты, ничего. Это единственное поблизости, куда мы его можем. Один курс у них 180 тысяч стоит. Это 15 сеансов, а если он больше назначит. И ни с одного раза он не обещает так. Вот мы ждем, когда он вторично все рассмотрит, и вплоть до этого, сколько надо, как, что, все нам он должен перечень, все скинуть. За Ибрагимом присматривает мать Альбина. Отца нет. Приходят помогать соседи. Ибрагим не ходит и почти не разговаривает. Ему требуется несколько курсов реабилитации. Стоимость одного – 180 тысяч рублей. Я уже с 2011 года я ознакомлена с этими помощями, как они мне это оказывают. Мне на самом деле грех пожаловаться. Мне один раз этот Беркаев, ему, по-моему, позвонил депутат наш. Поругали, это не такой больной, которого можно отфутболить. Они хотели 5 тысяч дать. А я к нему пошла, говорю, я их не возьму. Вы знаете, как я с ним постоянно живу. И тогда они сделали 30. Вот это я помню. И не буду грешить. И без греха добавлю, у него изначально была, как положено, 2-я группа. Потом уже, когда на бессрочность переходили, мне в лицо, медсестра или кто она вышла, показывает мне пальцы, я не понимала ее. Я даже не прячу это. Это как есть перед Богом. Пусть они это отрицают, а я перед Богом, у меня душа чистая. Я говорю, где? Я думаю, здесь, как-нибудь. 100. Я же санитарка.
откуда у меня такие деньги. Я поплакала 3 дня, потом поехал, я узнала, скинул на 3-ю группу ему. Я говорю, Бог вам судья. И все, больше я ничего не сказала. Говорю, Бог вам судья. С момента второй трагедии женщина живет на пенсию сына – 8200 рублей в месяц. Рассчитывать ей, к сожалению, больше не на кого. А еще у Ибрагима подрастает сын Чермен. Ему 8 лет. Мальчик мечтает скорее вырасти и начать работать, чтобы помогать своей семье. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.